Но там по, как бы, по тяжести преступления у них как-то не распределяется? У них все там одно. Там были у них и убийцы, которые там 3 человек убил, там, и 8 человек ранил, такое что-то. И с пожизненными сроками заключения там сидели несколько человек, 2 человека было. Много было за изнасилование, там с большими сроками тоже там. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Саха Медиа. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович Развожай. Тот самый выходец из Якутии, который попадал в интересные ситуации в Индии. И сейчас вот он вернулся и расскажет о том, как оно происходило. Сергей Иванович, здравствуйте. Ну, рассказывайте, вы родились в Якутске. Как вы оказались в Индии? В Индии я оказался, я жил в храмах в России, 7 лет прожил в кришнаитских храмах в России. И потом у меня естественным образом проявилось желание посетить место, где Кришна родился, где он проводил свои игры. Я уехал в Индию. Ну, вы спортсмен. Да, я был чемпионом Якутии по культуризму, это какой-то 92-й, 90-й год, наверное, был. Получается, занимаясь спортом, вы поехали в Москву. Да, я поехал. Мы уже ездили на соревнования, были в Иркутске, были в Клайпеде. От нашего клуба ездили на соревнования. И в Москву я поехал там, ну, как бы поделиться опытом, там, насчет там, протеинов узнать. В то время белковое питание для культуристов нужно было. И вот за этим я поехал в Москву и увидел в книжке такие необычайные люди продают книги. Они какие-то были такие, ну, не как все. Какое-то внутреннее от них отходило, какая-то, ну, энергия какая-то. Я привлекся просто видом этих людей и купил книги. До этого я читал Библию, я вообще интересовался эзотерической литературой, читал такие журналы. И купил Бхагавад-гиту, толстая книга, где-то 900 страниц, наверное. И я ее прочитал за 3 дня. А расскажите, как вас встретили и что, в чем дальше, как протекала ваша жизнь? Когда я приехал в Индию, есть такой тоже храм, в Индии есть много храмов тоже, Искон, кришнаитских храмов. И Кришна Баларам Мандир, это во Вриндаване, как бы центральный храм в Индии. Я туда устроился, как бы меня туда взяли на служение. И вы выполняли роль монаха? Да, мы там, у нас там особый как бы режим, мы там просыпались в 3 часа, там служба, там чтение джапы, лекции слушали. А вот по поводу слушать лекции, не возникало ли каких-то лингвистических, может, языковых барьеров? Да, возникало, хотя там это, ну, в то время я только начал учить английский язык, как бы я любил книги читать очень. А на русский был язык пока мало переведено, и я ради того, чтобы читать книги, начал учить английский язык. Я уже читал нормально, а приехал в Индию, надо было на слух воспринимать. Оказалось, что это тоже нужно практиковать, чтобы понимать на слух. Там, у каждых разные произношения, бывает трудно понять. Ну вот это была проблема, да, сначала. Как бы. Но потом я как бы привык именно к индийскому произношению, как они произносят. Английского. Да, и это, А не освоили как бы индийские языки, там, хинди? Хинди я, когда книги распространял я в Индии, я учил там какие-то определенные выражения на английском, на хинди именно. Ну, вы были из тех, вот, которые ходят по улицам, предлагают печеньки и книги, да? Вот. У нас были быки, 2 повозки с быками. Одна повозка возила божества, а вторая там книги возила. И мы путешествовали по деревням, именно только Гуджарат, этот штат. Проповедовали, книжки распространяли, там, устроили программы там. А с нашими соотечественниками, с россиянами или выходцами из Якутии приходилось иметь дела? Там много русских, да. Там они покупают дома, живут многие, там, квартиры покупают. Много русских уже там. В Индии самой, да? Вот именно в этом месте, где Кришна Баларам Мандир. Там много иностранцев вообще, ну, со всего мира живут. Как бы называют преданные Кришны, их просто называют преданные. Это в каком смысле? Это в хорошем или? В хорошем, ну, преданные Богу. Понятно. Как бы они служат Богу. Ясно, хорошо. Ну, теперь расскажите, как уж получилось, что вы фактически 3 месяца в тюрьме находились в индийской... 5 месяцев почти. 5 месяцев в индийской тюрьме. Но я в последнее время стал путешествовать. У нас там в Вриндаване очень жарко летом.
где-то 50 градусов бывает, доходит иногда, жары. Это очень жарко для меня. Зимой там легко переношу, мне не холодно зимой там как бы, а летом жарко. Я стал в Гималай уезжать на лето. Где похолоднее? Да, там прохладнее, хорошо. И там есть такая речка Ямуна, святая река, которая в Дели, во Вриндаване она проходит, и там Кришна на ней являл свои игры. И она идет с Гималаев. И я по ней путешествовал, по этой реке. И в каком-то месте я нашел домик такой заброшенный. Старый. Никто там не живет. Я спросил у одного человека, у второго, там, у третьего, можно там пожить? Она говорит, живи. Говорит, тут 2 года уже пустует, никого нет, можно спокойно жить. Я там поселился, купил семена, посадил овощи, начало все быстро расти. Ну, короче, я к этому месту привязался. 2 месяца там уже живу, у меня там уже появились маленькие овощи. До этого я ел только то, что в лесу растет. Там росли эти, как они, фиги, знаете, фиги, как инжир, дикий такой инжир, но он не сладкий, его можно просто как овощи готовить. Разные травы там я собирал тоже. А потом как бы милиция узнала, что кто-то живет в этом домике, и ко мне пришел с ФРО-то. ФРО-то Foreign Registration Office, или офис для регистрации иностранцев. Пришел человек, а у меня был паспорт мира. А что это? Я в Америке сделал через интернет. Как бы люди, которые не хотят иметь какое-то гражданство определенное, они делают гражданина мира паспорт. То есть вы гражданин мира? У меня есть такой паспорт, но он, как бы, его принимает всего несколько стран. 8 стран принимает официально, Индия его не принимает. Но я знал, что он не принимает. Но обычно он прокатывал везде. Я показывал, он такой, как бы, хорошо сделал. Так вот. Индусы смотрят, они не знают, что это такое, и смотрят, фотография моя. Есть как бы residential permit, это разрешение на место жительства. И они мне как бы, обычно везде не было никаких проблем. Но я показал этот паспорт этому СФРО, он поглядел и говорит, ты, говорит, можешь дальше ехать путешествовать по этой Ямуне, говорит, речке, охота. А чтобы тут жить, тебе нужно зарегистрироваться. Ну, то есть регистрацию Он иметь, как у называл нас город, было у бы. Таркаши, а до этого у меня мама заболела. Мне сестра написала, говорит, приезжай, мама болеет, она, говорит, может, вообще умрет, и поэтому она хочет тебя увидеть. Я пошел в наше посольство, чтобы сделать паспорт. Потому что я как бы, мой старый загранпаспорт уже был просроченный уже. Ну, вы уже 19 лет там жили? Ну да, уже. А он всего давался на 5 лет. Просроченный был. А жили вот по этому распечатанному, получается? Я его сделал в конце, где-то 4 года я еще по этому паспорту жил, по паспорт мира. То есть, получается, вы 10 лет жили вообще без документов там, в Ну, храме? у меня же как бы этот паспорт был. Ну, только просроченный. Да. Ясно. Там в Индии они как бы не очень так бы это. Во-первых, сколько лет я жил, никто меня ни разу не спросил документы. Никто не проверял паспорт. Поэтому Ну, там, монахи, монах. там мало как бы вообще полицейских, там просто таких не увидишь даже. Как-то их. Ну вот, короче, я в этом домике Соломина приехал с ФРВ, я показал паспорт, он говорит, ты можешь дальше путешествовать или езжай, зарегистрируйся. Назвал мне город, их как бы центральный там город в этом штате, не штате, а в этом районном центре. Или, говорит, через 2 дня уезжай, я там 2 дня пожил, и что-то мне так понравилось, вместе жить, я решил попробовать зарегистрироваться. Потому что у меня была еще бумажка, так как я пошел в посольство, я же говорил, да, и мне сказали, что нужно подтвердить гражданство. У меня паспорт был Союза, загранпаспорт был Союза Советских Социалистических Еще тех времен, СССР, да. Они говорят, поскольку это 92-й год же вы, когда ну, уезжали? я не знаю, по идее в это время все менялось, но я что-то, как бы, мне дали такой паспорт. Я не знаю почему, у меня был Союза. Они поглядели, говорят, тебе, говорит, надо подтвердить российское гражданство. И начали подтверждать. И 2 года они его подтверждали. А вы 2 года в этом на том Да, месте я, жили? короче, ждал, когда они подтвердят, но потом я понял, что у меня сейчас есть такая возможность, как бы, я как бы предчувствовал, что у меня эти проблемы начнутся, вот как бы с паспортом, со всеми делами. Я обратился за прибежищем. Так как у меня нет гражданства, я как бы мог бы получить прибежище в Индии. Там есть такая United Nations Higher Commission for Refuge. Это высшая комиссия по прибежищу Объединенных Наций, комиссия, короче, United Nations. К ним обратился, и меня поставили на рассмотрение. У меня была бумажка, я ее продлевал каждые 3 месяца. Была еще эта бумажка. Я думал, решил поехать зарегистрироваться, показав эту бумажку, этот паспорт.
Но так получилось, они там разбирались, потом сказали, что Индия этот паспорт не признает, ваша бумажка, она просроченная. Ну, как бы она продлевается каждые 3 месяца, а я что-то не поленился, не поехал, не продлил ее, печать не поставил. Но это можно было бы сделать в любое время. Я уже так делал просто, я же 1 месяц позже приехал, они мне не продлили. И я думал, снова поеду, когда жара спадет, попозже и продлю. И вот, если бы я, может, продлил бы ее сразу, может быть, ничего бы и не было. Но из-за того, бумажка была просроченная, паспорт они не принимают, и они решили меня посадить в тюрьму. Ну и как они вас прям приехали ОМОНом, скрутили, что там было? Нет, там, я просто пришел, я там 3 дня в этом ФРО ходил каждый день. Он мне давал место, где жить. Говорит, вот туда езжай, там переночуешь, там переночуешь. Я каждый день приходил, и он там сидел, звонил, что-то разбирался в этом ФРО. И в конце концов я пришел на 3-й день, и, уже как бы мы что там поговорили, время уже обед, я говорю, пойду пообедаю, он говорит, нет, говорит, ты никуда не пойдешь. Ну все, меня, короче, уже не выпускали уже. Они не принесли туда еду в офис, и там уже недалеко был этот полицейский участок прямо от ФРО, там буквально 5 метров 25. И сразу, не отходя от кассы, вас заперли? Да, сразу сдали мне в эту. А теперь рассказывайте про условия пребывания в индийской тюрьме. Там поют, танцуют, что там происходит? Ну, там достаточно такое, как бы индусы, они сами по себе они добрые, как бы у них нет этого как бы насилия. И ко мне там очень хорошо относились, в самой тюрьме, там, и охранники, и кто там арестованный. Каких-то неудобств особых не было? Не было. Но единственное то, что я как бы всегда жил один, в последнее время, лет на там 10, может 15, я там один жил, а тут как бы большая комната, и человек 50 в этой комнате живет, и так все рядом спят на полу. В одной камере 50 человек? Ну, большой как бы отряд, как он называется. 50 человек примерно в каждом, 2 этажа. Потом меня поселили поменьше, там жил у нас 15 человек жило. Но там по тяжести преступления у них как-то не распределяется? У них все там одно. Там были у них и убийцы, которые там 3 человек убил, там, и 8 человек ранил, такое что-то. И с пожизненными сроками заключения там сидели несколько человек, 2 человека было. Много было за изнасилование, там с большими сроками тоже там. Ну так-то не до шуток на самом деле. Что? Не до шуток, говорю, так сидеть-то, наверное, как-то все равно. 50 человек, все разные, да и тем более. Все разные, и очень шумят. Они вообще, у них как бы такой язык, что им тихо говорить трудно, они громко говорят. Громко говорят. Я, например, утром, вечером джапу читаю, и там как раз нас закрывают всех, там все собираются. И я замечал, одни играют там в какую-то игру, другие в другую игру, кто-то играет на гармошке, кто-то делает пуджи там божествам, кто-то разговаривает, и все, короче, заняты разные, и очень шумно. Кто-то смотрит телевизор на полную громкость смотрит. Да, вот когда мы узнали, что вы находитесь в тюрьме в Индии, в принципе, довольно-таки большой резонанс это вызвало. И Департамент внешних связей Республики Саха-Якутия тоже оказывал какое-то содействие. Вот Ну, да. скажите, было ли, чувствовалась ли поддержка от сограждан, там что-то? Ну, чувствовалось, да. А как это проявлялось, хотелось узнать? Ну, а приезжал, с посольства приехали ко мне потом. Ну. Главное так, я решил просто написать письмо в посольство, потому что там как бы то, что я перестал есть эту общую еду, я говорю, дайте мне другую еду, а мне другую еду не давали. Я ел то, что это, там какие-то знакомые мне бывает иногда давали что-то. Потом стал пшеницу проращивать. И еще там чан на горошек такой, они бывает готовят на кухне, я брал этот сырой горох, тоже замачивал нам и утром ел тоже. Так жил какой-то, целый месяц так прожил. Но вот они приехали из посольства, и мне дали, купили хлеб, печенье, там какие-то фрукты, что-то такое. Это мне помогло, так, я 3 дня нормально питался. Вообще вы ожидали то, что как бы на вас обратят внимание с российского посольства, или что вы думали вообще? Вот? Но я, в принципе, мало ожидал, потому что мне 2 года не могли подтвердить российское гражданство. Только когда посадили в тюрьму, они подтвердили. Но я понял, что они там что-то делают. Как бы, если подтвердили сразу, что когда я попал в тюрьму, в конце концов, я как раз
выпросил бумагу и ручку и стал описывать, что со мной происходило, как бы письмо в посольство написать. Только я его почти закончил, и ко мне один охранник мне говорит: к тебе приехали из посольства. За мной пришел человек, просто там, который этим занимается, вести меня туда, к начальнику тюрьмы. Я беру то, что я написал, и пошел. Он говорит: ты это брать с собой не можешь. Если не на совет. А я говорю: зачем я писал? Я писал для посольства. Я говорю: я без этой бумажки не пойду. В конце концов, они меня, я передал письмо. Интересно. Они послали моей сестре, как бы я попросил сестре передать, и там, вот этот United Nations передайте. Какие сейчас вот планы, вы прилетели, что планируете делать и в чем вот сейчас вот в нынешнем этапе и в дальнейшем? Я как бы особо не планирую ничего, у меня как бы мама сейчас болеет. Но она дождалась все-таки. Ну да, и я как бы не знаю, как получится. Мне бы, с одной стороны, мне охота как бы осесть уже, какую-то землю, домик. Мне очень нравится с землей что-то растить. Ну, тут не как в Индии, здесь по суровее. Ну, в Индии там все классно, там можно 4 раза в год урожай снимать. Как у вас с документами, что у вас? Ну, они обещают сделать, но там, я не знаю. Все-таки после Индии, да, там плюс 50, как вы говорили, и тут наши вот минус 40. Вот как вот это вот Да, через 20 лет, это же... Тут сначала было, мне показалось, вообще очень холодно. Но уже сейчас постепенно как бы тело, видно, вспоминает это. Я тут же жил раньше, и 50 градусов на тренировке ездил. Но вроде сейчас уже нормально. Лицо мерзнет пока, а тело-то вроде уже нормально.